В НГУ прошел семинар «Цифровой мир будущего с точки зрения управления социальными процессами». В мероприятии приняли участие глава региона Махмуд Али Калиматов, гости из департамента аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, а также политологи и международники. Собравшиеся рассказали о внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы и в повседневную жизнь. Семинар прошел при поддержке фонда президентских грантов в рамках проекта «Образ будущего для молодых россиян. Перспектива развития российских регионов». 29 и 30 апреля в российских школах, колледжах и организациях летнего отдыха детей проходят антитеррористические учения. Мероприятия, организованные Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией. В ходе учения отрабатывается комплексный сценарий действий при возникновении внештатных ситуаций. В прошлом году в учениях участвовало более 90% педагогов и почти 90% образовательных учреждений. Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности поможет российским аграриям ставить новые рекорды, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что современные решения востребованы и в аграрном секторе. И речь не только о технике и оборудовании для сельского хозяйства. Для стабильных урожаев нужен собственный семенной фонд и эффективные удобрения. Для развития животноводства безопасные пищевые и кормовые добавки, а также ветеринарные препараты. В Министерстве спорта планируют отказаться от награждения золотым знаком отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы комплекса ГТО на серебряный знак, если они имеют одно из спортивных званий или спортивные разряды не ниже второго юношеского. В Министерстве отмечают, что преференция утратила актуальность и не отвечает задачам комплекса ГТО, не работает как мера по популяризации комплекса, а ведет к необоснованному упрощению награждения золотым знаком. В России появится единый социальный кодекс для семей с детьми. В нем будет собрана вся информация о льготах, пособиях и мерах соцподдержки, на которые могут рассчитывать семьи с детьми. Например, сейчас многодетным семьям положены льготы, но не все о них знают. Поэтому любая семья сможет обратиться к социальному кодексу и узнать о положенных мерах помощи. Согласно декабрьскому указу президента, нелегалы должны были до 30 апреля покинуть территорию России или узаконить свое пребывание. Однако, по данным МВД, на начало апреля из 650 тысяч нелегальных мигрантов лишь 18 тысяч человек урегулировали свой правовой статус. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, включенных в реестр контролируемых лиц. Туда добавляют иностранцев, утративших законные основания для пребывания в России. Правительство России поддержало законопроект о самозапрете на участие в азартных играх. Ранее в Госдуму была внесена инициатива, согласно которой россияне смогут устанавливать для самих себя ограничения на участие в азартных играх, в тотализаторах, букмекерских конторах и казино. Проект направлен на защиту граждан, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх. Вводится механизм самоограничения. Человек сможет подать заявление через портал госуслуги, чтобы его включили в специальный перечень. На срок минимум 12 месяцев организаторы азартных игр не смогут принимать от таких лиц ставки, переводы и выдавать выигрышные жетоны. Законопроектом возлагается на единого регулятора азартных игр обязанность вести этот перечень. В случае принятия данной инициативы игровым заведениям запретят направлять рекламу людям, попавшим в этот список. Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается уравнять спасателей и пожарных регионального уровня в праве на досрочное пенсионное обеспечение с их коллегами из МЧС России. Изменения планируется внести в закон о страховых пенсиях. Сейчас право на досрочную пенсию предоставлено спасателям и пожарным МЧС России. При этом специалисты федерального и регионального уровней в равной степени рискуют своей жизнью и здоровьем в процессе тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, отметили парламентарии.